Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и вот основные темы выпуска. Привлечь инвестиции, найти новых партнеров, реализовать важные проекты в разных отраслях экономики. В Санкт-Петербурге стартовал 27-й Международный экономический форум. Североосетинскую делегацию возглавил Сергей Миняйло. Люди начали присоединяться, когда узнали, что вот мы помогаем. Одежда и предметы первой необходимости. Волонтеры сообщества «Шьем и вяжем для наших» помогают бойцам на передовой. В каждую посылку рукодельницы вкладывают частичку души и домашнего тепла. Знать методики, получить результаты, правильно их трактовать. Теоретические изыскания и научные разработки. На факультете биотехнологий Горского ГАУ прошла защита дипломных работ. Студенты показали свои знания и применили их на практике. Наша делегация во главе с Сергеем Миняйло прилетела в северную столицу на одно из главных деловых событий мира – Петербургский международный экономический форум. Как отметил руководитель республики, работы будет много, график расписан по минутам. Сергей Миняйло планирует подписать ряд важных для экономики региона соглашений, провести деловые встречи с представителями госвласти и бизнеса, участвовать в экспертных дискуссиях, презентациях, пленарном заседании, основной спикер которого всегда президент Владимир Путин. На стенде Северной Осетии представят 29 инвестиционных проектов стоимостью больше 97 миллиардов рублей. Форум посетят сотни тысяч людей со всего мира. Для республики это отличная возможность представить себя на международном уровне, найти новых партнеров, наладить деловые связи с представителями бизнеса, политики, культуры и спорта. Международную выставку «Россия» посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталья Корнеева из Ялты. Она приехала в Москву со своей семьей. Юбилейного посетителя поздравили на стенде Северной Осетии и вручили сертификат на путешествие в республику. В программе поездки увлекательная экскурсия по историческому центру Владикавказа и посещение дома Вахтангова, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, путешествие в Геналдонское, Тагаурское и Куртатинское ущелье, Даргавский некрополь и многое другое. Экономике республики нужны IT-специалисты. Круглый стол на эту тему провели в Центре опережающей профессиональной подготовки. Председатель парламента Таймураз Тускаев ознакомился с проектами школьников, студентов СУЗов и вузов. Они представили свои разработки и исследования в сфере информационных технологий, таких как исследования по прогнозированию электропотребления для промышленных предприятий и внедрение и инновации беспилотных авиационных систем. Спикер отметил, важно знать, как образование реагирует на вызовы в экономике и социальной сфере. Очень приятно, что сегодня мы послушали доклады и руководителей органов исполнительной власти. Мы послушали доклады руководителей образовательных учреждений. Много было задано вопросов, которые требуют еще своего решения. И по итогам сегодняшнего обсуждения мы пришли к выводу, что дадим рекомендации всем сторонам этого важного процесса и уже дальше выработаем механизмы эффективного взаимодействия и вернемся к обсуждению уже через полгода, через год. Теперь о тех, кто каждый день в тылу помогает бойцам на передовой. Уже 2 года волонтеры сообщества «Шьем и вяжем для наших» отправляют посылки в зону специальной военной операции. Носилки, пояса, толстовки, окопные свечи и даже сушеные супы. Как совершенно разных людей объединяет общая цель, расскажет моя коллега Залина Калманова.
В этих маленьких пакетиках настоящий борщ. Правда, не совсем обычный. Все ингредиенты в сушеном виде. Морковь, капуста, свекла, лук. Бульона нет, но блюдо не теряет аромат и вкус. Его удобно брать с собой и легко заварить даже в самых непредсказуемых условиях. Таким же образом здесь готовят разные супы. Грибной, харчок, куриный, гороховый. Нашим бойцам на передовой они просто необходимы. Мы делаем зажарку, именно на зажарке. У нас была чуть-чуть другая технология, а сейчас мы уже используем третью технологию. То есть мы постоянно меняем. Если что-то нам не нравится, мы это думаем, как поменять, что изменить можно и как это будет вкуснее. Работа кипит постоянно. Женщины изготавливают и окопные свечи. Благодаря особой технологии они горят не меньше 7 часов. Закипятить воду, разогреть еду и просто согреться. На передовой свечи могут понадобиться в любой момент. А самое интересное, их производство безотходное. Фитили, которые у нас находятся в середине свечей или огарочек, мы их тоже используем, и они достаточно интересно. То есть у нас получается как безотходное производство, потому что фитили имеют ХБ, нитка ХБ, чистого ХБ, и очень прекрасно горит. Женщины обеспечивают бойцов всем необходимым. Носилки, пояса, толстовки, белье, ампульницы, шапки, варежки, носки, маскировочные сети и халаты. И все это небольшой командой. У многих близкие сейчас находятся там, на передовой. Поэтому они делают все, что в их силах. А самая лучшая благодарность – теплые сообщения от бойцов. Очередное голосовое от ребят с благодарностью. Благодаря вашим сеткам мы маскируем свои позиции и технику от беспилотников и камикадзе, дронов. И этим самым они спасают наши жизни. Так что, Вера, огромное вам спасибо. Сообщество «Шьем и вяжем для наших» работает уже 2 года. Начинали с малого. Вязали теплые вещи дома. А позже волонтерам выделили помещение. Постепенно стали подключаться женщины со всей республики. Сейчас филиалы есть в 8 районах Северной Осетии. И с каждым днем желающих помочь становится больше. Люди начали присоединяться, когда узнали, что вот мы помогаем, да, у нас не хватает рук. У нас школы начинали плести, потом это было... Уже школьники на каникулы ушли, и летом начали люди к нам присоединяться. Кто-то во дворах у себя организовывал, плел, вот, неравнодушные люди, чтобы помочь быстрее закрыть заявки. Таким составом женщины собираются каждый день, даже в выходные. Заявки от бойцов поступают регулярно, и волонтеры стараются отправлять посылки как можно скорее. Зарина Калманова, Алан Суанов. Новости Осетии. После пасмурного мая начало июня выдалось аномально жарким. Во Владикавказе уже несколько дней термометр превышает отметку в 30 градусов. Всему виной антициклон с Каспийского моря. В степных районах Северной Осетии температура воздуха поднимется почти до 40 градусов. Однако это ненадолго. Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют спад. 7-8 июня стоит приготовить зонты. Ожидаются дожди, усиление ветра, местами град. Температура воздуха в ночные часы также останется порядка 16-21 градуса, а вот дневные температуры воздуха понизятся на 3-4 градуса и будут составлять от 26-31 градуса тепла, а в степных районах до 29-34 градусов тепла. Жители домов на улице Васу-Абаева уже давно пытаются привлечь внимание к условиям, в которых им приходится жить. На просьбу помочь откликнулись активисты Народного фронта. Какие нарушения выявили, расскажет моя коллега Алена Агаева. Тут много ключей, земель, но мы уже привыкли. Глубокая яма, развалины, заросли травы. Единственное развлечение детей дома на Васу-Абаева 87. Спрятаться под скамейкой, играя в прятки, тоже не получается. Все сломаны, поэтому Азамата нашли первым, шутят ребята. Мы очень сильно хотим площадку. Нам надоело тут бегать. Тут и крапива очень много, и клещи тут могут быть. Алана Каргиева многодетная мать. Для нее это особенно больная тема. Место, где раньше ребята проводили время, заросло травой. Проследить за ними стало гораздо сложнее.
сложнее. Женщина просит благоустроить игровую зону уже 2 года. Всего на 9 корпусов 2 площадки, и обе не соответствуют нормам. Одна вдоль трассы, там небезопасно, на другой даже нет освещения. Как рассказывают жители, в каждом корпусе есть женщина, которая хотя бы раз писала обращение в администрацию города. Ответ нам не поступал. Писали мы, нам снесли нашу детскую площадку, которая у нас была. Мы обращались с той целью, чтобы нам ее эксплуатировали и улучшили качество этой площадки. В итоге вышло так, что нам ее вообще демонтировали. На месте бывшей площадки теперь паркуют автомобили. По непонятной для жителей причине здесь убрали и скамейки. Пенсионеры теперь вынуждены сидеть на трубах. Весь двор превратился в густые джунгли. За помощью люди обратились в Народный фронт. Будем обращаться в администрацию города Владикавказ, чтобы взамен снесенной детской площадки поставили новую. Жители готовы обратиться еще раз. Это надо сделать, потому что на вот эти несколько корпусов здесь детям играть негде. Змеи могут быть, и клещи, и все остальное. Поэтому здесь надо уделить этому внимание. Активисты обещали не остаться в стороне. Впереди все лето. Важно, чтобы дети провели каникулы весело и, самое главное, безопасно. Алена Агаева, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Подошел к концу очередной учебный год. Однако важные экзамены сейчас сдают не только школьники. У студентов тоже горячая пора. Сессия. Теории недостаточно. Они должны показать и практические навыки. На факультете биотехнологий Горского ГАУ вовсю кипит научная работа. От ее результатов зависит развитие многих отраслей, которые в конечном итоге делают нашу жизнь проще и даже вкуснее. Вот выделены микроорганизмы, дрожжи, проросшие на плотной питательной среде сусло-агар, и лактобактерии. Это один вид, выросший на разных питательных средах, жидкой и плотной. В этих колбах лактобактерии. Они придают продукту насыщенный и яркий вкус. Студентка Милена Качмазова впервые вывела их с поверхности эфиромасличных культур – мяты, шалфея, лаванды. В будущем частичку микроорганизма можно добавлять при производстве кисломолочных, хлебобулочных и других изделий. Подходящую формулу она искала больше года. Попыток было много. Из 25 чистых культур подходящими оказались лишь 3. О том, что лактобактерия прижилась, говорит наличие вот такого сгустка. Девушка представила свои старания на суд экспертной комиссии. Диплом защитила на отлично, но на этом работа над исследованием не закончится. Если дальше их депонировать, узнать их генетический код, можно дальше использовать в производствах. Фармацевтической, в терапевтической, в агропромышленности, биотехнологии. А студентка Елизавета Аванесян использовала лактобактерию уже в производстве. Микроорганизм она взяла из запатентованной коллекции Аграрного университета и добавила в пиво. Как рассказывает девушка, процесс был не из простых. Пшеничный напиток варился по особой технологии несколько дней. В итоге получился необычный вкус, насыщенный, свежий и с легкой кислинкой. Мое пиво предназначено для маленьких крафтовых пивоварен, так как наш штамм лактобактерий не предназначен для широких производств. Защита дипломной работы на факультете биотехнологий Горского ГАУ не похожа на обычную. Студенты не просто провели исследования, они применили знания на практике. Представили уже готовые продукты – чебуреки, мороженое, хлеб. Все они содержат инулин, очень полезный для людей, больных сахарным диабетом. Всего защитились 11 бакалавров и 11 магистрантов. Идет симбиоз и теоретических знаний, то есть выпускник должен обладать определенными знаниями, и практическое применение. То есть он должен, во-первых, знать методики, получить результаты, правильно их трактовать и в дальнейшем еще использовать на практике для получения продуктов, которые в свою очередь могут расширить ассортимент уже имеющейся продукции. Часть этих разработок в будущем ребята смогут применить на малом инновационном предприятии, которое работает в ВУЗе. Кроме того, университет активно сотрудничает с крупными компаниями Северной Осетии. Вот и среди членов аттестационной комиссии ведущие предприниматели. Благодаря защите в таком формате студенты уже сейчас находят себе будущих работодателей. Зарина Калманова, Заур Кодзаев. Новости Осетии. Сегодня в России отмечают День эколога. Профессиональный праздник учредили указом президента Российской Федерации 21 июня 2007 года. Наш следующий сюжет о воспитателе детского сада Беслана Ирине Габисовой. Она прививает ребятам любовь к природе с самых малых лет. Легкие и понятные занятия нравятся маленьким непоседам. В этом убедилась моя коллега Дана Малышева. Здесь вот зона Африки.
Здесь у меня самое любимое мое животное. Я всегда начинаю со льва. Об этом животном я могу рассказывать очень долго. Ну вот, прививать любовь к животному миру, к растительным, вообще к природе. И делать это нужно с самого раннего возраста, говорит Ирина Габисова, единственный воспитатель-эколог в Северной Осетии и даже ближайших регионах. 16 лет она открывает малышам наш большой и удивительный окружающий мир. Знакомить с флорой и фауной планеты. Не ловить бабочек, не рвать цветы, ходить только по тропинкам. В экологию дети влюбляются сразу и начинают трепетно относиться к природе. И даже муравьев они начинают ценить, любить и даже не разрешают их убивать на улице. Их они когда увидят, они им уже радуются. У нас в группе, когда пролетает муха, они даже этой мухе рады, и они говорят, муху убивать нельзя. У нас приходят родители и говорят, что, оказывается, дети дома не разрешают даже мух убивать. Ирина Габисова работает в 5-м детском саду Беслана. Экология обязательна для всех групп – младших, средних и старших. Она доступно и увлекательно объяснит, почему, например, в лесу нельзя трогать гнезда птиц. Занимаются ребята 1 раз в неделю по 15 минут. Их нельзя переутомлять. Педагог старается разнообразить учебный план. Ее любимый проект – письма животным. Дети вместе с родителями пишут любимому зверю. Конкурсу уже много лет. Сейчас в нем участвуют и детсады Правобережного района. Здравствуй, дорогой жираф. Меня зовут Коков Хасан, мне 7 лет. Пишу тебе из Северной Осетии. Ты интересное и очень удивительное животное. Тебя нельзя сравнить ни с каким другим животным. У тебя очень длинная шея, тонкие ноги. У тебя очень красивый окрас, ты добрый, миролюбивый. Ну вот все такое. Я буду оберегать и заботиться о тебе, чтобы ты жил счастливо. До свидания, дорогой жираф. Я буду тебе часто писать. Ответ, говорит воспитательница, получит каждый. Но Ирина Габисова учит детей своим примером, как можно и нужно помогать нашей республике. Начинала одна, потом к женщине присоединились коллеги. Это уже порядка 20 человек. Вместе они ликвидируют стихийные свалки по всей Северной Осетии. Самую масштабную акцию провели на очистных сооружениях. Мы собрали грузовик, полный грузовик мусора. Ну, это просто... И, к сожалению, было очень неприятно, когда на следующий день уже там валялись. Прям, ну, это так было больно, обидно. Наши ребята, вот среди нас были мальчики, которые прям лезли в воду, потому что в воде прям много было бутылок пустых, ну, просто невозможно. Команда тесно сотрудничает с Минприроды Северной Осетии. От профильного ведомства волонтеры получили инвентарь. Местные жители постоянно обращаются к ним за помощью. Перчатки, разновидность вот таких вот защитные какие-то жилеты, чтобы не запачкаться. Обязательно же нам выдают еще вот такие мешки, в которых мы собираем огромное количество мусора. У вас еще есть вот эти вот банданы? Да. Это мы когда выходим с детьми, то уже деток как бы этим мы награждаем или, как сказать, стимулируем их вот такими вот банданками, которые они потом с удовольствием носят и на шею одевают, и как панамочку носят. Так что вот такие вот красивые банданки еще и деткам достаются, когда они вместе с нами убирают округу и территорию детского сада. А недавно волонтеры из Беслана во время уборки берегов реки Камбилеевка обнаружили кувшин. Находка сразу заинтересовала воспитателей. Артефакт передали специалистам. По их мнению, сосуд может датироваться 4-10 веками нашей эры. Сейчас кувшин хранится в музее детсада. Это благодарность самой природы за многолетний труд, шутят активисты. Сегодня у них маленький праздник – День эколога. И пусть они не профессионалы, своим неравнодушием эти женщины в прямом смысле спасают нашу общую планету. Дана Малышева, Георгий Гагиев. Новости Осетии. К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина в Доме дружбы народов провели праздничные мероприятия. Детсадовцы подготовили мини-выступления со сценками из произведений великого поэта, суворовцы представили литературно-музыкальную композицию, а иностранные студенты СОГМА и ГМИ перевели стихотворение гения на родные языки. Как отметили организаторы, такие акции развивают в молодежи любовь к культуре своей страны.
И весь русский язык произошел от Пушкина. Современный русский язык я имею в виду. И поэтому очень важно сегодня в условиях, когда нашу страну окружают, нашу страну пытаются различными образом унизить и принизить роль и значимость русской культуры в мире. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало, что такое русский язык, кто являлся его основателем, кто являлся его, скажем так, праотцом этого русского языка. 20-й конкурс изобразительного искусства «Рисуют дети Осетии» завершился во Владикавказе. Участвовали ребята со всех районов. Стали известны имена 28 победителей. Выставку с лучшими работами развернули в Лицее искусств. Больше 120 картин, которые посвящены главным юбилейным датам: 250-летию присоединения к России, столетию автономии Северной Осетии и 240-летию Владикавказа. Экспозицию, посвященную 225-летию Александра Пушкина, дополнили произведения студентов из Санкт-Петербургского художественного училища. Выставку может посетить каждый желающий до конца июня. Среди победителей есть представители разных школ, потому что номинации разные возрастные, там по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. Несколько и среди нашей школы есть, также есть среди их художественной школы, есть городской, есть Ардон и так далее, есть и Октябрьская. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.